Доброе утро, дорогой телезритель. На телеканале Якутия-24 в 7:00, как всегда. Это «Утро Якутии» приветствует вас. И сегодня в студии работает Дарья Анкехова и Павел Танин. Ну и, конечно, наша большая утренняя команда. И именно так, а все для того, чтобы сегодняшний день, 24 сентября, уже на секундочку, да, настолько глубоко мы в сентябре, чтобы вас порадовать, чтобы у вас хорошее настроение с самого утра было, вы зарядились позитивом, и этот день у вас прошел просто вот под флагом победы над всеми вашими делами. Ну и, собственно, как всегда, в течение ближайшего часа самые последние новости, актуальные темы для обсуждения с интересными гостями, ну и, конечно, полезные советы, лайфхаки, в общем, то, что, в принципе, может пробудить вас с утра, ну и, как минимум, дать вам некую такую атмосферу добра, веселья, счастья и радости. И вектор бодрости, скорее всего, тем более, судя по прогнозам синоптиков сегодня, ну, во всяком случае, в Якутске этому и погода немножко благоволит. И вот, кстати, о ней давайте поговорим далее. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 0 градусов. В заречной группе до +4. В южных 2,6 выше 0. В Вилюйской группе 8 градусов тепла. В Нижнеленских -2, в западных 6,9 со знаком плюс. В Колыме-Игирской группе улусов 3 градуса тепла. В Янских 8,16 ниже 0. На северо-западе 5,11 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке +1 градус. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем слабый дождь. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до +10 градусов. Ты знаешь, вот я сегодня с утра, пока шла на работу, увидела, знаешь, такую, как будто бы слегка весеннюю погоду, потому что кругом слякоть, лужи, так еще и капель, понимаешь? И вот эти вот капельки тык-тык-тык-тык-тык, то есть все тает. Не было ощущения, что ты где-то в сентябре уснула, проснулась уже апрель. Да, вот примерно так, апрельская капель. Ну, как бы нет, еще сентябрь только начинается, впереди нас ждет долгая зима, но они и попозже, дней через месяцок, наверное, через полтора, ну а пока, да, вот сегодня в Якутске +10 обещают, ну не обещают, прогнозируют, правильно говорить, поэтому, да, последнее тепло какое-то, если еще можно его так назвать, хотя в наших условиях, наверное, +10 можно назвать теплом в это время года, поэтому, да, успевайте это тепло поймать. Ну а дальше наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Власти республики сообщили, что в этом году выделили почти 30 миллиардов рублей из бюджета на поддержку семей с детьми. Эти деньги идут на разные выплаты. Например, материнский капитал «Семья» при рождении третьего и следующих детей более 469 миллионов. Целевой капитал «Дети столетия» около 522 миллионов рублей. Выплаты вместо земельного участка для многодетных около 500 миллионов. Из-за проблем с бюджетом были небольшие задержки с некоторыми выплатами, но власти обещают, что все обязательства перед семьями с детьми будут выполнены в полном объеме. Поддержка таких семей остается главным приоритетом. Доходы населения нашей страны продолжают расти быстрыми темпами. Средний уровень зарплат по стране в этом году растет примерно на 15%. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Он напомнил, что в прошлом году средние зарплаты по России росли в среднем на 19%. Напомню, что в октябре повысят зарплаты работникам федеральных учреждений, а также военным. Решение затронет разные группы, механизмы, масштабы корректировок тоже отличаются. В сентябре в республиканскую больницу номер 2 поступил новый утилизатор медицинских отходов. Установка АМАД-140 российского производства обеззараживает эпидемически опасные отходы класса Б и В. Весь утиль после обработки превращается в маленькие щепки и уже не представляет угрозу для населения. Отечественная машина пришла на смену итальянскому аппарату. Он прослужил более 15 лет и порядком устарел. До конца года в больнице ожидают очередное пополнение в парке оборудования. В этом году серьезное обновление, там порядка 400 миллионов рублей направлено на смену оборудования различного, в том числе, вот, скажем так, не медицинского. Это у нас и централизованное стерилизационное отделение, без которого мы не можем работать. Там тоже закупаются моечные машины, стерилизаторы и так далее. То есть это то отделение, через которое проходит весь инструментарий всех наших операционных. У нас большое количество, 18 операционных залов.
Вот это и наши технические службы, котельные различные. С 22 по 26 сентября в Якутии проходит неделя информирования о важности диспансеризации и профилактических осмотров с целью повысить осведомленность населения о ранней диагностике заболеваний, сообщает Минздрав Республики. С 18 до 39 лет диспансеризацию рекомендуется проходить раз в 3 года, с 40 лет ежегодно. Во время первого этапа медики выявляют признаки развития хронических заболеваний и факторов риска, а во втором проводят дополнительные обследования для постановки или уточнения диагноза. Записаться на диспансеризацию можно через госуслуги или по номеру единого контакт-центра здравоохранения 122. Понадобится только паспорт и полис УМС. В Якутске откроется передвижная выставка «Культура для победы». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и приурочен к 80-летию Великой Победы. Его участниками стали 6 российских городов – Волгоград, Ростов-на-Дону, Липецк, Тула, Тюмень и Якутск. Посетители выставки смогут ознакомиться с архивными документами и произведениями искусства, представленными в том числе как звуковые инсталляции. Каждый объект расскажет о героях, чьи имена могли быть неизвестны широкой публике, но стали символами стойкости и вдохновения для своих регионов. Последняя рабочая неделя октября будет 6-дневной. С октября по декабрь включительно россиян ждут 64 рабочих дня, остальные – это выходные и праздники. Самый ближайший праздник – День народного единства, который отмечается 4 ноября. В связи с ним у россиян в этом месяце будет 3 выходных подряд – 2, 3 и 4 числа, которые выпадают на воскресенье, понедельник и вторник. Выходной день с 1 ноября перенесли на 3, чтобы не разрывать дни отдыха. Но за счет этого последняя рабочая неделя октября стала 6-дневной. Мы продолжаем говорить об актуальных новостях. А знаете ли вы, что на этой неделе в России стартовала акция по обмену монеток? До 4 октября можно принести мелочь в банк и без комиссии обменять на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет. Называется акция «Монетная неделя». Да, она проводится, кстати, не первый раз. В апреле уже этого года россияне по ее итогам вернули в оборот более 51 миллиона монет, а на общую сумму 242 миллиона рублей. Так что если у вас вдруг в копилке где-то завалились монетки, или в банке, может, 3-литровая монета, не поздно пойти в банк и обменять их на купюры. А для обмена мелочи вам понадобится только паспорт с собой иметь. И все, вот принесли мешочек свой, вам бумажками вот так все выдали. Кажется, как будто бы это традиция собирать монетки. Вот приходишь, бросаешь их, да, куда-то, уже немножечко уходит куда-то в прошлое. Ну, но, в принципе, есть еще те люди, которые собирают даже вот 5-литровые бутылки, прям знают, сколько там 10-монетных должно быть на определенную сумму, да, монеток. Все, вот так-то, Да, каждую монетку такого-то числа. Не, ну, хорошо ли или плохо, это, наверное, это не вопрос, вот, который нужно в таких категориях обсуждать все-таки. Ну, да, почему бы нет? Монетка, 1 копейка рубль бережет, мы все это прекрасно с детства знаем, поэтому скидывать куда-то копейки в копилочки, баночка это будет, или какой-то мешочек где-то у вас дома, куда вы после магазина пришли, вдруг там 2-3 рубля монетками есть, сбросили. А потом услышали про акцию, пошли сдали, и вот тебе крупная сумма. И вот вам 242 миллиона рублей. Правильно. Ну а теперь переходим к следующей новости, которая, кажется, касается больше уже людей, которые все-таки дружат с гаджетами, да? И вот новость такая, которую можно обсудить. Да, значит, новый смартфон, ну, точнее, на новую операционную систему одного известного яблочного телефона завезли свайп языком. Фишку добавили в обновление операционной системы, как я уже сказал. Теперь и смартфоном можно управлять мимикой. Это новостная лента, значит, листается языком. Ну, не нужно, конечно, по экрану языком проводить, а просто вот движение мы видим, как это продемонстрировано на видео. А по подергиванием губ можно поставить лайк. Еще к движениям лица можно также привязать включение и выключение фонарика, звонки или запуск приложений. Ну вот теперь обсудим это дело. Но как ты думаешь, все-таки полезная функция или так себе? Ну, мне кажется, как бы не очень. Почему? Потому что это все у нас провоцирует и в дальнейшем стимулирует эту смартфонозависимость. Ну, ты знаешь, люди, которые занимаются нововведениями в этих гаджетах, наверное, думали совершенно о другом. Ну, и, собственно, просто как будто бы это должно упростить вашу жизнь. То есть руки могут заниматься чем-то другим условно, да, там, допустим, посуду мыть, там, и ты, собственно, стоишь, вот, домохозяйка, а языком перелистываешь странички, да? Ну, как бы хочется подумать, да, что вот разработчики вот
вот, которые это все создают, они такие прям провели анализ какой-то, так, людям нужно освободить руки и так далее. Возможно, да. За рулем едешь, допустим, условно, нельзя же отвлекаться. Здесь у тебя телефон стоит на подставочке, и ты языком туда-сюда, туда-сюда, лево-право, позвонить и все. Ты, пожалуйста, за руль никогда не садись, если ты представляешь, что можно ехать за рулем и сидеть, смотреть социальные сети. Ты будешь представлять очень большую опасность на дороге. Нет, ну, условно говорю, ну, в принципе, скорее всего, это было создано для этого, но у нас, как как правило, да, придумывается для благих вещей, опять же, помыть посуду, да, правильно подмечено, готовишь ты, да, нарезаешь, смотришь социальные сети, рецепт даже тот же самый смотришь. Но мы все прекрасно понимаем, что в 95% случаев это что? Это человек садится кушать, и чтобы ложку не отпускать и не свайпать, да. Ну, точнее, допустим, вместо того, чтобы смотреть длинные видео, человек уходит, опять же, вот эти микровидео и просто свайпает ленты какие-то. Но здесь уже только время покажет, насколько полезна эта функция, приживется она среди современного поколения или нет. Ну, а порой, конечно, новости современного мира удивляют, радуют, огорчают, но в этом, наверное, и есть прелесть жизни. Ну, мы всегда будем удивляться тому, что происходит вокруг. Ну, давайте же немного окунемся в историю и узнаем, что же произошло в этот день в прошлом, да и какие праздники сегодня отмечают. На календаре 24 сентября. Сегодня Международный день караванщика. По народному календарю Федорины вечерки. На Руси на Федору отмечали третью встречу осени. «Всякое лето кончается, осень начинается», говорили в народе. В это время вовсю шли дожди, начиналась слякоть. Поэтому про святое шутили. Федора замочи хвост. Вспоминали еще один Федорин день – зимний. Осенняя Федора подол подтыкает, а зимняя Федора платком рыло закрывает. Этот день в истории. В 1724 году, 24 сентября, состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи. В 1957 году в этот день в Барселоне состоялось открытие стадиона Камп Ноу. В 1960 году в США на воду спущен первый в мире атомный авианосец. А в 1999 году в Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу. В этот день родились Джероламо Кардано, итальянский математик, философ, врач, изобретатель карданного вала. Хорас Уолпол, английский писатель, основатель жанра готического романа. Григорий Потемкин, русский государственный военный деятель, дипломат, генерал, фельдмаршал, князь. Фрэнсис Скотт Фиджеральд, американский писатель. Константин Черненко, советский государственный политический деятель, глава Советского Союза. Лариса Рубальская, советская российская писательница, поэтесса, переводчик. Именины сегодня отмечают Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман и Сергей. Ну а утреннее пробуждение у многих происходит с трудом. Еще сложнее заставить себя встать с кровати, заняться подготовкой к рабочему дню. И чтобы взбодриться и быть готовым к новым свершениям, многие начинают день с чашечки кофе. Кто-то читает свежие новости, кто-то сразу начинает с планирования дня. Однако есть намного более эффективное решение. Специалисты советуют сразу после пробуждения сделать зарядку-растяжку. Всем доброе утро! Сегодня мы поработаем над нашей растяжкой, чтобы у нас все движения были грациозные, плавные и пластичные. И начнем мы с первого упражнения. Получается, мы правую ногу вытягиваем вперед, левую ногу уводим назад, руки ставим рядом с правой стопой. У нас угол в правой ноге 90 градусов. Держимся пальцами, либо тут можно поставить какую-то возвышенность, тоже в домашних условиях книги можно использовать. На вдохе мы слегка приподнимаем таз и с выдохом тянем таз вниз. Левая нога у нас остается прямой. Раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три. Хорошо, тянем таз вниз, делаем 6 повторений и в конце держим статику 6 секунд. И потом мы уводим, опускаем левое колено, уводим таз назад, выпрямили правую ногу. Тоже можно возвышенность забрать здесь с собой. Левая нога стоит у нас на полупальце, правый носок тянем на себя. Можно подсогнуть правую ногу, если сильно тянет задняя поверхность бедра. Мы всегда тянемся только животом. В наклонах только животом, плечи оттягиваем от себя, живот вовнутрь, правый носок на себя. Сделали вдох и с выдохом уходим в наклон вниз. Раз. Кто может, выпрямляет ноги. Выдох.
2, выдох, 3. Делаем 5-6 повторений и в конце держим статику 6 секунд. Поднимаем корпус, снова уводим корпус вперед, заднюю ногу левую ставим на тыльную сторону, поднимаемся за макушкой вверх, ладони ставим на пояс и делаем такое движение, как будто бы мы давим таз вниз, грудь направляем вперед, макушку назад и держим в статике 10 секунд. 1, 2, 3 и так до 10. Вернули корпус. Опустили руки вниз, снова выпрямили правую ногу, поставили левую ногу на полупалец, подтянули к себе руки и выпрямили левую ногу. Теперь мы сделаем наклоны с положения стоя. В этом положении мы левый таз тянем вовнутрь, чтобы тазовые кости у нас оставались на одной линии. Правый носок на себя. Если у нас левая нога сильно осталась далеко, мы можем ее подтянуть к себе. Выдох. 3. Тянемся только животом, плечи оттягиваем назад. Делаем 5-6 повторений и в конце держим статику. Далее мы поднимаем корпус, уводим корпус вперед, опустили левое колено, заднюю ногу поставили на тыльную сторону, поднимаемся вверх, левую руку поставили на правое колено, правую руку вытянули вперед, таз потянули вниз, сделали вдох и с выдохом раскрываем правую руку в сторону и взгляд за правой рукой, рука параллельно полу, раз, вернулись на вдохе, выдох, 2, вдох, выдох, 3. Делаем 5-6 повторений и в конце держим статику. Рука вернулась. Теперь мы правую руку опустили в левую сторону вместе с левой рукой. Подтянули таз вниз, сделали здесь вдох. И на выдохе мы тянем к себе левую пятку. Выдох. 1, выдох. 2, выдох. 3, выдох. 4 и держим статику. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Аккуратно опустили левую ногу, таз отвели назад, подтянули к себе руку. И как мы выходим из этого упражнения, правую ногу через сторону, соединили ноги в коленях, опустили таз на пятки, руки поставили широко и бедро до конца опустили вправо. И до конца опустили влево. Итак, мы завершили одну связку на одну ногу, правую. Теперь мы делаем от начала до конца повтор на другую левую сторону. И тогда у нас будут эластичные, хорошие укрепленные мышцы ног. Форсайт «Трезвость. Норма жизни». Под таким названием в Якутске стартовал семинар в рамках большого социального проекта, который будет работать до 2030 года. Вместо традиционных лекций – поиск новых решений и свежих идей. Сегодня у нас в гостях Петр Губочкин, кандидат педагогических наук, постоянный психологических наук, постоянный эксперт городской думы по вопросам трезвости. Все правильно вы сказали. Петр, доброе утро. Доброе утро. Ваш семинар называется, да, «Форсайт», «Форсайт формат». Как бы «Форсайт» — это взгляд в будущее, но более подробно, да, что значит на простом языке? Потому что мы живем, сейчас вот у нас время такое, все-таки большой неопределенности, какое общество мы строим, каким оно будет. Но вот одно понятно, вот этот завет остался от Шичко Геннадия Андреевича, который, это наш как бы основоположник вот того направления, в котором я работаю. Я и психолог, но я еще прежде всего сознательно трезво живущий человек. Много десятков лет уже, можно сказать так. И вот он оставил такой завет, что будущее принадлежит трезвым народам. То есть, поскольку трезвость вообще-то вот, она является неотъемлемой характеристикой человека вообще. То есть мы как биологический вид, там, собственно говоря, благодаря трезвости живем. Вот, и сообщество наше развивается, если мы трезвые. То есть трезвость – это ясномыслие, трезвость – это твердость определенная, то есть твердь, вот тоже как бы с этим словом хорошо сочетается. Поэтому вот, собственно говоря, вот собираются люди, и собраны уже люди, большое количество людей на нашем
там и семинар еще проходит, сознательная трезвость, и это форсайт-сессия, то есть как бы люди повышают уровень своей осознанности, осознанного отношения к алкоголю, к трезвости, и плюс к этому они вот думают, а каково будущее нам надо построить, какую страну мы будем оставлять и какое общество мы будем оставлять нашим детям, потому что как бы там ни было, им жить, их надо как-то к этому подготовить. И вот поэтому вот мы, так сказать, мыслим на это и работаем. Петр Иванович, ну вот здесь сразу возникает вопрос, а с чего начать? Вот как начать этот путь трезвости, да, о чем вы сейчас чего он рассказывали? начинается, Да. да. Вот, допустим, человек понимает, что надо что-то менять, но не знает как. Это отличный, конечно, вопрос, потому что менять можно очень много в своей жизни. Вот, например, вот недавно я, скажем, там поменял, я перестал, значит, решил провести какие-то вот сутки без еды, без воды. Потом решил провести 2-3 суток без еды, без воды. Сразу новое все начнется. Понимаете? Вот мы очень много, как бы привыкаем к какой-то рутине, но я же в таком возрасте, что пора, естественно, как-то что-то и менять в своей жизни. Вот. Поэтому вот, сказать, можно начать в любой момент. Вообще, это абсолютно только психологическая подготовка. То есть ты настроился, что ты понимаешь, что тебе мешает, какая-то привычка тебе мешает, какое-то там, значит, отношение какое-то у тебя неправильно сложилось к любой вещи, хоть другому человеку, там, хоть самому себе. Скажи, стоп, а это мне мешает. Просто осознать надо. И потом уже это все можно изменить. То есть отказаться от вредной привычки, преодолеть свою зависимость. Я не скажу, что это легко. Это большая психологическая работа, но это все абсолютно реально. Все эти разговоры, что вот как все трудно, как все тяжело. Да нет, это вообще-то не тяжело. Говорится, глаза боятся, ноги делают, голова делает сначала. Надо, чтобы в голове был вот этот замысел, родился. Все у нас через мысль идет, через образ. Так что это... То есть в основе всего лежит признание того, что да, что-то вот мне в жизни... Осознание и признание, конечно. Ну, вы постоянно общаетесь с людьми по всей стране, да, и, может быть, есть какая-то история перехода вот к трезвой жизни, которая вас поразила больше всего? Таких историй, мне, конечно, очень много. Но вот, пожалуй, одна из самых драматических, она началась так. Ко мне приехал мой ученик из соседней Вологды. Вот. Но он у меня прошел курс, стал трезвым, живущим, там, да, и, так сказать, у него там уже ребенок родился вот в этом трезвом мире, потому что силы появились же. Когда человек живет, не тратит их на эту всю дрянь, бессмыслицу. Ну вот, и он ко мне привел своего товарища, у которого такая вот шла линия жизни, цепь событий. У него повесился дедушка. Потом, спустя какое-то время, он сам снял из петли своего отца. А потом еще, кажется, ну вот вроде бы можно что-то осознать, как бы тебя жизнь вот чему-то учит. Нет, он продолжал отравляться алкоголем, хотя он был и успешный в целом предприниматель, у него была семья там, и так далее. Но зависимость, она, это может быть совсем с этим сочетаться, как бы там паразитировать. Вот. И тогда вот этот мой товарищ, первый трезвенник, он привез ее и сказал, ну давай вот помоги ему. Вот. И я с ним провел интенсивное занятие, там буквально там несколько дней. Вот. Он освоил методику, которая вот, это же психологическая методика. Он парень молодой еще был, и сейчас он молодой. И он занимался буквально там вот 3 дня мы с ним там плотно с утра и до вечера, вот как вот с раннего утра, как мы с вами тут. Вот. И он уехал уже, в общем-то, с другим совершенно человеком. И сейчас тут прошло еще, наверное, лет 8, 7, вот где-то примерно так. Он там общественной линией по работе занялся, там, вошел в общественную палату. Поменял жизнь, да? Да. Он родил 4-го ребенка, то есть у него теперь семья, 4 детей. Он сейчас построил дом и так далее. Работает там, поменял свою работу, нашел более интересную по душе. Вот восстановилась вот вся полнота жизни, и он продолжает заниматься. Я с ним так иногда созваниваюсь, как дела, ну потому что мы уже не просто, понимаете, у меня не такие отношения, что там клиент, там не клиент. Мы друзья становимся, соратники, единомышленники. У нас общая идея, потому что идея не только самому лично жить трезво. Наша цель, вот как вы говорите на форсайте, мы там, а как трезвое общество построить? Чтобы оно основано было на наших человеческих принципах. Добра, справедливости, любви,
так сказать, ну вот это вот как бы нас ключевые такие ценности. Семейная традиция обязательно, чтобы соблюдались, иначе невозможно. Вот. Поэтому вот это можно... И таких случаев, если вот вас только заинтересуют какие-то случаи, у меня это постоянно люди приходят в кризисе, на переломе, на угрозе вообще своей судьбы и жизни. И они иногда не знают, как быть. Кроме того, у нас еще там как бы информационное пространство насыщено такими, что при алкогольной зависимости или там при наркотической или там табачной зависимости, табачной еще люди понимают, что можно что-то сделать. Но вот при алкоголе там штамп ставится, ничего сделать нельзя. Ерунда, это миф. Главное – это принять решение. Главное, чтобы кто-то, ну, желательно, чтобы кто-то поддерживал. Не такое, что было, что ну, у тебя ничего не получится. Хотя иногда так и бывает. Вот недавно, вот, это не поразительный случай, это такой типичный случай. Жена уже бывшая пришла, привела, так сказать, своего бывшего мужа. Но она сказала так, а у него ничего не получится, потому что он... Он безнадежный, да? Да, он безнадежный, он 3 дня вот он не пьет, у него там эта бессонница начинается, и он снова начинает пить. И вот это такое было как бы пролог к нашим занятиям. Ну и, конечно, как бы я все слушаю, это учитываю. Но он отлично занимался, отлично, просто сейчас он, так сказать, прекрасный работник, он занимается со своим ребенком, который они совместно все равно воспитывают. Вот. И он забыл, говорит, как я вообще, вот мы проводили там заключительные наши встречи, он говорит, как вообще, зачем я это делал? Понимаете, вот настолько перерождается человек, он просто возвращается сам к себе. Понимаете, мы себя потеряли, вот, и зависимость это все только как бы подчеркивает. Да. Вот такие истории бывают, соответственно, свидетельствуют они о том, что, ну, возможно, нет ничего невозможного. Петр Иванович, вот у нас осталась буквально минутка, да? Скажите, пожалуйста, а есть ли какой-то универсальный совет для тех, кто хочет помочь своему близкому, да, если он все-таки оказался в такой сложной жизненной ситуации? Но не знает, либо, с чего да, поступиться. с чего начинать, как подойти, или, может быть, этот универсальный совет действует и на тех, кто самостоятельно готов изменить свою жизнь? Значит, совет, конечно, не самый универсальный, но надо прежде всего верить, что вот это, по крайней мере, проблема преодолима. К сожалению, у нас, вот я говорил о том, что уже безнадежность какую-то заранее. Нет, это не так. Просто не знают люди адекватных методов помощи. Я вот психолог, я работаю как психолог. Это моя профессиональная стезя. Поэтому надо найти вообще, вот, собственно говоря, профессионалов. Ну, вот буквально мне сегодня звонит парень, там, занимался где-то Шичко, ну, так, где-то, там, сказать, в интернете, там, писал какие-то, пытался работать, говорит, ну, это срываюсь, что делать? Ну, что я говорю, надо более основательно, капитально, то есть, надо просто, вы не на то, как бы, источник информации напали, хотя там люди изначально неплохие, но важно, вот для меня важен принцип, вот так, человек с человеком, не там, не массовая какая-то аудитория. Это тоже возможно, но все-таки вот для того, чтобы помочь конкретному человеку, надо идти к конкретному специалисту, которого вы знаете. Потому что мы все знаем, сейчас можно обрести какие-то корочки, но не быть профессионалом, настоящим, который любит свое дело и помогать, стремиться искренне людям. Это должна быть такая гармония. То есть такой некий тандем, и если все-таки встретите хорошего специалиста и определите свои цели, задачи, то ищите, результат конечно, будет, да? люди звонят, говорят, я вот там где-то там прочитала, я вам звоню. Это вот правильное как бы решение. Прочитали, проверили, перезвонили, узнали непосредственно, что это такое. И тогда потом я обычно еще приглашаю людей на консультацию. И мы уже тогда, я не могу так заранее там всем сказать. Но это все решаемо. Главное вот веру сохранять и силу духа. Петр Иванович, спасибо большое за очень такую полезную утреннюю информацию для людей. Я думаю, именно ваш сегодня выход в эфир станет для многих хотя бы таким, знаете, хотя бы минуточка для того, чтобы задуматься все-таки, что трезвая жизнь – это успех и это будущее. Мне родился слоган «Живите трезво, и каждое утро будет бодрым». Вот так. Кстати, спасибо. очень нам подходит в нашей программе. Спасибо большое. Да. Вот. Ну, а вообще мы часто забываем, что молодежь ценит простоту и доступность. Не обязательно строить масштабные центры или организовывать дорогие мероприятия. Достаточно создавать комфортные места, где они смогут собираться, общаться и делиться эмоциями. Так, специалисты Комитета по молодежной и семейной политике провели для студентов Ленского технологического техникума лекцию по здоровому образу жизни «Молодежь за трезвый образ жизни». Все подробности у наших коллег.
Молодежь за трезвый образ жизни. Под таким названием прошла лекция для студентов техникума. Провела ее специалист по профилактике ведения здорового образа жизни Комитета по молодежной и семейной политике Кира Шайхиева. Приурочено познавательное мероприятие было ко Дню трезвости. В одной из аудиторий собрались 75 студентов первого курса. В течение получаса ребята с интересом слушали выступающую. Нередко в состоянии алкогольного опьянения мы можем, допустим, страдать той же самой белой горячкой. То есть как в простонародье белочка приходит, да, как говорят. Из лекций студенты узнали о вреде алкоголя для здоровья, важности соблюдения правильного питания и ведения здорового образа жизни в целом. Были затронуты интересующие вопросы, часто которые задают студенты, и мы постарались на них ответить. Студенты слушали очень внимательно, мы показали им информационный мультик, и думаю, что какую-то полезную информацию они для себя все-таки подчеркнули. После лекции первокурсники участвовали в обсуждении, задавали вопросы и делились мыслями. Ничего нового, это очевидно, то, что алкоголь – это вред для здоровья. У человека, у каждого свой выбор. Я считаю, что нужно проводить такие мероприятия, потому что в нашей стране алкоголизм – это серьезная проблема. И я лично в своем опыте видел, как люди валяются в траве в плохом состоянии. Это ужасно, как я считаю. И алкоголь пить, здоровье вредить и себя не уважать. Лучше заниматься спортом. Такие мероприятия считают студенты полезны. Они позволяют задуматься о своем здоровье и сделать выбор в пользу трезвости, здорового образа жизни, подталкивают заняться и спортом. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Ленск. Несомненно, здоровый образ жизни ведет в первую очередь к чему? К долголетию. А знаете ли вы, что с 2012 года составители книги рекордов Гиннесса ввели новую номинацию, которой награждаются самые старые братья и сестры на планете? Этим летом рекордсменами в этой необычной категории стали 6 сестер из США возрастом от 88 до 101 года. Их официально занесли в справочник как самых великовозрастных в мире. Общий возраст героинь составляет 571 год. Норму, Лорен, Максин, Дорис, Маргарет и Эльму торжественно внесли в книгу рекордов Гиннесса. Секрет долголетия этих женщин прост. Они придерживаются здорового образа жизни, который вели с детства. Но главное – это их крепкая духовная связь. Как рассказывает самая младшая из сестер, Эльма, несмотря на ссоры, которые так или иначе возникают между всеми братьями и сестрами, они никогда не держат зла друг на друга. Мы от всей души желаем этим удивительным женщинам в первую очередь, конечно же, здоровья и еще многих лет счастливой жизни в кругу любящей семьи. Вот опять же мотив того, что здоровый образ жизни – это классно. Это вот долголетие как минимум. Но как бы мы ни старались вести тот самый здоровый образ жизни, от различных болезней не убежишь. Особенно осенью, ведь это пора простуд и вирусных заболеваний. В это время года организм, не привыкший еще к слякоти и холодному ветру, который у нас сейчас, легко подвержен различным инфекциям. Плюс ко всему у многих людей наблюдается подавленность, снижение работоспособности, общее снижение иммунитета и настроения, что само по себе располагает к разному роду болезням. Как же уберечься от простудных заболеваний осенью, давайте узнаем. Доброе утро! Осень – это традиционный сезон простудных заболеваний. Для защиты важно строго соблюдать простые, но очень эффективные профилактические меры. Регулярно мыть руки с мылом, избегать контактов с больными, не прикасаться к лицу грязными руками и использовать при необходимости маски и перчатки, что приучил нас период пандемии. Регулярное проветривание помещений и влажная уборка помогают снизить концентрацию вирусов в воздухе и на поверхностях. Также очень важно увлажнять воздух, чтобы слизистые глаз, носа и горла оставались влажными и лучше противостояли инфекции. Кроме гигиены, необходимо укреплять собственный иммунитет. Для этого рекомендуется принимать витаминные комплексы по рекомендации врача. Употреблять богатые белком продукты – это мясо, кисломолочные продукты, фрукты, ягоды, а также соблюдать питьевой режим и нормализовать микроклимат воздуха в помещении. Активный образ жизни, прогулки на свежем воздухе и полноценный сон также значительно повышают сопротивляемость организма.
Важная мера профилактики является вакцинация. Особенно рекомендуется вакцинироваться детям, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями. Своевременная вакцинация помогает не только предотвратить заражение, но и снизить тяжесть симптомов. Вакцинация проводится согласно национального календаря прививок и сезонная, обеспечивая коллективный иммунитет за счет защиты уязвимых групп населения. Обратиться за помощью и консультацией по профилактике вирусных заболеваний можно в свою территориальную поликлинику, где проводят все виды вакцинации, разработают индивидуальный план профилактики, а также предложат обследование и лечение при необходимости. Это обеспечивает безопасность, эффективность профилактических мероприятий и помогает сохранить здоровье в любой сезон. Будьте здоровы! Ну, а в Якутии работает уникальный центр психологической и физической реабилитации для участников СВО и их семей. Его создала Вероника Николаевна Семенова-Хамуачана, которая сама потеряла в зоне СВО своего сына. Личное горе она превратила в миссию помощи другим. Как центр «Мега», названный в честь позывного ее сына, спасает тех, кто столкнулся с тяжелыми испытаниями, в нашем следующем сюжете. Известие о гибели сына разделило жизнь Вероники Николаевны на до и после. Однако вместо того, чтобы поддаться горю, она обратила личную боль в силу. Силу, способную помогать другим. Так был создан оздоровительный центр «Мега», названный в честь позывного ее сына. Он был у меня командиром взвода. И при штурме Авдеевки, взятии Авдеевки, он погиб у меня там, в Красногоровке. После гибели сына своего, Мегажевского Николая Алексеевича, это было в октябре 23-го года, в ноябре я его похоронила, и уже с декабря я начала вот так работать по-волонтерски. Вот. Начала бесплатно принимать участников специальной военной операции, потом уже с января, с февраля начала принимать и их семьи. Каждый день кабинеты центра открыты по всей республике. Помощь здесь абсолютно бесплатная. Массажисты, народные целители и психологи сменяют друг друга, чтобы успеть помочь как можно большему количеству людей. В основном я помогаю деткам, которые, допустим, испытывают трудности после потери отца. Некоторые дети, у них период молчания, перестают даже идти в школу и так далее. Я сама с медицинским образованием. И вот в нашей команде, в команде Хамуачаны я работаю после того, как она сделала призыв нам, целителям. Мы проводим психологическую разгрузку, сахалы, котуситимнен, сери томы и тан, обряды очищения проводим. Да? Мы помогаем, например, хиджама, кровопускание, иглоукалывание. Вот. И, допустим, я провожу крайне сакральную терапию. Это выставляю баланс гомеостаза, структурально, висцерально и правка черепа. Вот. И это работает. Нам никто ничего не платит. Да, бывают затраты, но мы одна семья, у нас одни цели. И то, что мы помогаем, это нас вдохновляет. Проблемы, с которыми сюда приходят, разнообразны. От бессонницы и болей в суставах до потребности в простой человеческой беседе. Главная задача – дать людям понять, что в своей беде они не одиноки. За время службы у меня постоянное ношение броника, тяжесть, так сказать, постоянно. И было защемление, постоянно мучился. Шея не поворачивалась, были боли сильные. Вот. Сегодня у меня второй сеанс, и вот уже отпустила. Сейчас шея уже начала работать. Еще приду. Хочу сказать большое спасибо, что работают. Такие у нас красавицы есть. Помогают бойцам. Сегодня география центра расширилась далеко за пределы Якутска. Его кабинеты уже работают в поселке Оленек, а также в Вилюйском, Кобяйском, Чурапчинском, Таттинском и Намском районах. В скором времени помощь придет и в Амгинский улус. Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу начинается с малого, с любви к своей семье, к своему жилищу и к своей школе. Так говорил Дмитрий Лихачев.
Интерес к истории родного края неиссякаем во все времена. Названия улиц несут за собой информацию об определенных исторических событиях и особенностях местности. Это своеобразный памятник эпохи, который отражает быт, нравы, занятия и мировоззрение предков. Давайте узнаем, чем же отмечена улица Ярославского. Здравствуйте, меня зовут Ксения Ширкова. Я ученица 6 Б класса ЯГЛ. Сегодня я вам хочу рассказать об улице Емельяна Ярославского. Это настоящий музей под открытым небом. Протяженность этой улицы всего 3,5 километра, зато сколько на ней уместилось. Она проходит от улицы Хабарова до улицы Колоковского и даже пересекает главную площадь, площадь Ленина. А знаете, что самое интересное? Эта улица больше 100 лет назад раньше называлась Полицейской. Свое название она получила от здания полицейского управления, которое здесь было, и была одна из центральных улиц Республики Саха-Якутия. Но почему же ее переименовали? Емельян Ярославский, его настоящая фамилия Губельман, был известным писателем и революционером, и его имя тесно связано с историей Якутии. И в честь него в советское время переименовали эту улицу. Здесь почти каждое здание – это история. Например, дом-музей «Якутская ссылка» был построен еще в 1880 году, и с ним связаны несколько интересных историй. В 1904 году здесь произошел настоящий вооруженный протест политических ссыльных, который вошел в историю как Романовский протест. Здесь также находится Ил-Тумен, Республики Саха-Якутия. Там работают люди, которые принимают законы для всей нашей большой Республики Саха-Якутия. Также Якутская филармония имени Галины Кривошапка, откуда доносятся прекрасные звуки музыки. А также Якутский городской суд. Очень важное и серьезное здание. Ну и, конечно, моя школа, Якутский городской лицей. Я горжусь, что моя школа находится в таком историческом месте и славится своими традициями. Здесь хранится история и создается будущее. Спасибо за внимание. Родной язык – это лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цветок народа и всей его духовной жизни. В языке одухотворяется весь народ, вся его жизнь, история и обычаи. Это история народа, путь цивилизации и культуры от истоков до наших дней. Давайте изучать якутский язык вместе. Доброе утро! Ütü Сарсерда. Ütü Сарсерда. Сегодня мы поговорим на тему досуг. Илленке. Аня, чем ты занимаешься в свободное время? Гуляю с друзьями. Так. Играю во дворе. Угу. А мультики смотришь? Да. Так. У тебя животные есть? Да, ухаживаю за животными. Так. Угу. Замечательно. Олусберт. Чтобы рассказать о своем досуге, надо выучить следующие слова и глаголы. Слушай и повторяй. Хорошо? Досуг. Илленке. Илленке. Это слово, состоящее из двух слов. Иллен – свободный, кен – время. Дословно получается свободное время. Идем дальше. Книга – киниге. Киниге. Читаю – агабын. Агабын. Мультфильм – оюлук. Оюлук. Смотрю – көрөбүн. Көрөбүн. Животное – кыл. Кыл. Ухаживаю – караябын. Караябын. Друг – догор. Догор. Играю – ойнюбун. Ойнюбун. Двор – тахырджа. Тахырджа. Гуляю – джарбаябын. Джарбаябын. А теперь попробуем составить из них предложение. На досуге я читаю книгу. Слушай внимательно. Илленкеммер киниге агабын. Илленкеммер. Илленкеммер. Киниге агабын. Кинигине агабын.
Ага. В начале предложения идет выражение «на досуге». Илленкеммер. А потом у нас идет действие. Хорошо? Так, идем дальше. На досуге я смотрю мультфильм. Илленкеммер оюлук көрөбүн. Илленкеммер. Илленкеммер. Оюлук көрөбүн. Оюлук. Көрөбүн. Көрөбүн. Илленкеммер оюлук көрөбүн. Олу сичугей. Мы выучили несколько слов и выражений на тему досуг. Это не болын. Будьте здоровы. Көрсө хадери. Көрсө хадери. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. 24 сентября состоится Общереспубликанский день приема граждан, который охватит все исполнительные структуры государственной власти, а также муниципальные органы в городах и селах. Прием граждан будет проводиться с 14 до 18 часов, и каждый житель республики сможет задать свои вопросы или внести предложения, выбрав наиболее удобный способ общения. Власти предоставляют несколько форматов взаимодействия. Это личные встречи, видеоконференции, телефонные звонки или другие дистанционные способы связи. Такой подход позволяет охватить максимально широкий круг граждан, включая тех, кто проживает в удаленных районах. На приеме необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. С наступлением холодов и первым снегом сотрудники МЧС отправляются в рейды на водоемы. В первую очередь, с завершением навигации судоводителям напоминают о сезонных рисках. Специалисты напоминают, из-за переменчивой погоды прогулки осенью опаснее, чем весной или летом. Вода в осенние месяцы холодная, и в случае, если лодка перевернулась и человек упал в воду, то намокшая одежда потянет его вниз, сковывая каждое движение. Поэтому спастись бывает довольно трудно. Во избежание несчастных случаев плавсредство должно быть оборудовано согласно установленным требованиям и управляться людьми с должной подготовкой. В данный период времени сейчас на воде в основном это у нас охотники, рыбаки, как уже правило, отдыхающих нет, температура уже низкая. Ездят. Правила безопасности на воде им необходимо соблюдать. Если куда-то выезжают, то проводить инструктаж с пассажирами. Также убеждаться, чтобы были надеты спасательные жилеты на всех пассажирах при движении. И обращать внимание на погодные условия в первую очередь. Сейчас у нас уже ветра, снега. Смотреть погоду в общем. С вещами на мороз жители дома маневренного фонда в Якутске бьют тревогу. В начале сентября им пришло уведомление о скором выселении. Как рассказывает мать 5 детей Анастасия Решетникова, в этом доме ее семья живет еще с 2017 года. Комнаты им предоставили как погорельцам. С тех пор женщина ежегодно продлевала договор социального найма. Текущий, по ее словам, действует до конца этого года, но выселяют их уже сейчас. Из 20 семей в доме осталось проживать только 7. Это люди, которым некуда пойти, чей доход не позволяет снимать жилье. Многодетные пенсионеры и инвалиды. В качестве альтернативы, отмечает комендант дома, жителям предложили другое жилье. Но то, по их словам, не соответствует даже минимальным требованиям. Квадратура должна быть у человека, я считаю, я знаю, да, самая минимальная 18 квадратных метров. А людям предлагают 6 квадратных метров по Лонгиново, да. Лонгиново – это аварийный дом, считается. Я ходила туда, смотрела. Предлагали 6 квадратных метров некоторым, да. Ну а на Комсомольской площади в Якутске развернулась ярмарка продовольствия. Местную продукцию представят сельхозпроизводители, фермеры и поставщики из всех районов республики. В течение 5 дней на ярмарке можно будет приобрести овощи, мясо, рыбу, полуфабрикаты, молочку, копчености, ягоды, мед, деликатесы и многое другое. Время работы с 10 до 19 часов. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. В 2012 году в Якутии зажглась идея создать для молодых педагогов в колледже и техникумах пространство для роста, обмена опытом и реальных дел. Так появилась Ассоциация молодых педагогов
среднего профессионального образования. С тех пор она не просто существует, а активно меняет образовательную среду, устраивает форумы, поддерживает добровольческие инициативы и даже проводит методический триатлон с суровым таким названием «Педагогические Альпы». О том, как устроено это сообщество изнутри, какие проекты заряжают педагогов, да и вообще, что ждет ассоциацию в будущем, расскажет Сергей Харлампиев, преподаватель Якутского медицинского колледжа. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Ну как вообще родилась идея создать эту вот ассоциацию? Ей уже сколько? Уже 13 лет ей? Ну, в 2012 году, как вы сказали, у истоков стоял Хабаров Владислав, ныне действующий директор Центра опережающей профессиональной подготовки. С 2024 года это уже у нас Зоя Ивановна Готовцева. Ну, идея зародилась достаточно легко, потому что вот нам, как молодым преподавателям, ну, нужно было пространство, да, нужно было, так скажем, место, где мы можем обмениваться идеями, мыслями, потому что сейчас вот в нынешнем 21 веке вот образовательная среда очень активно меняется. То есть меняются и ученики, наши студенты, меняются и профессиональные стандарты, меняются образовательные стандарты. То есть ну, так подход был вот с такой точки зрения. Угу. Но сегодня в вашем сообществе порядка 40 человек, да? Это ни много и ни мало, но все же, да? И вот как вы попали в такую интересную команду, да? Вы все-таки сами пришли или кто-то вам подсказал, помог? Ну вот, конечно, 40, нас на самом деле больше, больше 40 человек. У нас по всей республике объединяется почти с каждого профессионального образовательного учреждения. Это более 40 образовательных учреждений по всей республике, есть представители. Как я туда попал, это был конкурс «Кадровый резерв колледж будущего». И наш Якутский медицинский колледж выставлял свою команду, где в последующем вот, я прошел в резерв управленческих кадров Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. И в дальнейшем уже там мы все познакомились, подружились, и все дружно как бы объединились вот в ассоциацию и продолжили вместе реализовывать свои проекты. Здорово. Ну, вот мы сказали про один из мероприятий, да, ассоциации. Это триатлон «Педагогические Альпы». Звучит красиво, звучит как вызов. А вообще, что для вас, вот именно для вас, какой проект ассоциации лично вот стал самым ярким? Ну, вообще, вот «Педагогические Альпы» стали для меня самым таким ярким моментом. Почему? Потому что это было мое первое мероприятие, в котором я вот принял как молодой педагог вместе с ассоциацией вот, участие. Вот «Педагогические Альпы» 2024 года, где наш Якутский медицинский колледж стал абсолютным победителем данного конкурса. И вот тогда вот я уже познакомился со всеми, со своими, так скажем, коллегами. А так вообще ассоциация реализует очень много проектов. Это и мастер года, который проходит, ну, федеральный уровень уже, да, здесь. Отборочный уровень проходит здесь у нас в Республике Саха-Якутия. Профтим — это акселератор для молодых педагогов, которые проходят стажировку уже в дальнейшем. Проходили в Казани, к примеру, да. То есть это уже на грантовые, да, составляющие. И «Зеленый колледж». То есть такие мероприятия. Отлично. Но впереди у вас еще одно такое очень интересное событие. Это слет молодых педагогов в честь 85-летия системы среднепрофессионального образования. Да? Давайте поговорим немножко о грядущем празднике. Ну, он пройдет у нас 26 сентября уже на базе Якутского промышленного техникума имени Десяткина. Здесь мероприятие такое тоже достаточно интересное. Мы опять с нашими коллегами встретимся, объединимся, будем, скажем так, разрабатывать различные проекты, направленные непосредственно на личностно-профессиональный рост, ну и творческие ориентиры молодых педагогов. Потому что, ну, вот опять же, ну вот, Сергей, глядя на вас сейчас, на вашу грамотную поставленную речь, да, видно, что вы все-таки педагог. Но нужно понимать, что вы работаете в медицинском колледже, то есть по специальности вы все же медик, правильно? Да, да. Вот как все-таки выбрали, поменяли немножечко сферу деятельности и все-таки что на это повлияло? Ну, вообще, на самом деле, причин очень много.
такой эффект бабочки, наверное, произошел в школе еще. Мне все пророчили, что я буду учителем. Ну, вот как-то так сложилось, что выбрал путь медицины, а уже в дальнейшем вот выпала возможность поработать именно со студентами. Ну, у меня достаточно, я так скажу, в свои годы большой опыт работы. Я руководил отделением терапевтическим, ну, не в республике, уже в Омской области. И вот вернулся обратно, здесь выпала возможность поработать, мне очень понравилось. Ну, коллектив очень хороший, ну и так сложилось, интересно на самом деле. Да. То есть в медицину возвратиться не желаете? Ну, как бы я от нее и не ушел. Ну да, просто вы преподаете, да? Ну, собственно, ну вот работать опять вновь в терапевтическом отделении. Нет желания? Пока как бы таких планов нет, но, опять же, все равно я постоянно, скажем, читаю, слежу. То есть все равно студентам нужно давать максимально актуальные, скажем, данные, да, информацию, все должно быть. Соответственно, самому тоже знать все актуальное. А вот еще вопрос. Каково быть таким молодым преподавателем и практически такого же возраста ваши студенты? Уважают, слушают, ну, вообще, прислушиваются? Студенты, самому старшему студенту в нашем колледже 75 лет. Так что я... А вы его уважаете, слушаете? Бывает, конечно. Ну, жизненный опыт, тут ничего не поспоришь. Вот. Ну, я еще не самый молодой педагог в нашем колледже. Я уже работаю 3 года, 3-й год у меня пошел. В мае месяце 1-ю категорию защитил. Вот. Ну, то есть, не знаю, достаточно интересно. Так получилось, конечно. Ну, здорово. Вот, Сергей, ну спасибо за эту беседу. Вас в любом случае, как представителя среднего профессионального образования, с юбилейным годом поздравляем в том числе. Желаем хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот. Ну а вам, дорогие зрители, мы также желаем хорошего дня, чтобы все, что вы на сегодня себе запланировали, все обязательно получилось, все цели были достигнуты, и вечером вы, так, как говорится, со спокойной душой похвалили себя и расслабились. Ну а мы увидимся уже завтра в 7:00 на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Всем прекрасного утреннего настроения и хорошего рабочего дня.